11 часов в Башкирии. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнений». Наш сегодняшний гость, доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Доброе утро, Арсен Эденович. Доброе утро. Наша трансляция идет в YouTube, Одноклассниках, ВКонтакте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А при возможности помогайте нашему проекту финансово. В описании к трансляции есть ссылка на сервис Boosty. Любой ваш донат поможет развитию аспектов. Арсен Эденович, я не могу не начать наш разговор с открытия туристического сезона. Прямо сейчас, в эти минуты, к набережной Белой пришвартовались два теплохода пассажирских. Это «Мустай Карим» и вроде как пятипалубный теплоход «Святая Русь». Насколько я вижу по камерам Уфанета. В данный момент они пытаются пришвартоваться прямо сейчас к дебаркадеру. Власти, да, меня поправляет теплоход «Пушкин». Власти преподносят это явление как такое событийное достижение, одно из главных событий месяца. А между тем, как мы видим, Белая мелеет. Даже эти два теплохода сюда зашли всего лишь на двое суток, пока большая вода стоит, если так можно назвать, конечно. Также есть вопросы к тому, что где наш флот пассажирский, туристический. Как это все можно описать, и можно ли вообще назвать все это таким событием, куда должен сходиться весь город для того, чтобы посмотреть на эти теплоходы? Да, вот видите, видимо, за последние десятилетия произошли события, когда заход, в принципе, такого речного круизного судна типа «Мустай Карим» становится для города прямо каким-то сенсационным событием. И действительно, тут есть две причины. Первая причина – это катастрофическое обмеление реки. В советское время на Белой все время стояли специальные драги, которые этот песок со дна забирали, вывозили, углубляли дно. Это была постоянная такая работа была в советское время велась. Всегда можно было на протяжении города Уфы увидеть 2-3 драги. Сегодня, к сожалению, их нет, а река, конечно, очень сильно обмелела и требует просто какого-то внимания, какой-то программы, потому что мы скоро не только потеряем возможность по большой воде получать какие-то туристические маршруты и будут сюда заходить такие круизные корабли, но в скором времени вообще напротив Уфы ничего не останется, будет тонкий ручеек. Вот об этом надо власти подумать, и это гораздо более глобальная проблема и более серьезная проблема, куда надо было послать деньги, нежели эта абсолютно каменная, мертвая набережная, которая была Хамитовым, создана. Интересно, вы затронули углубление реки, но ведь это, по сути, это ведь коммерческое прибыльное дело, это же добыча ПГСа по фарватеру. Почему тогда у нас просто власти не раздадут эти бесплатные лицензии? Это же и делу полезно, и кто-то прибыль получит. Естественно, это гораздо лучше, чем разрывать сегодня новые карьеры, рыть вдоль Белой. И если мы проедем, например, по трассе, даже хотя бы на участке, например, от Нагаева до развязки на аэропорт, мы увидим справа и слева огромное количество карьеров нарыто, и в них стоит вода, которая не уходит потом в Белую. Вы понимаете, ведь все эти карьеры песчаные, которые роются, они задерживают воду, по половодье вода не уходит обратно в реку, потом появляется там, соответственно, я не гидрогеолог, но примерно смысл здесь такой, что это тоже влияет на уровень воды в реке. И, конечно, гораздо выгоднее было бы забирать этот песок и действительно продавать его. Это абсолютно сегодня востребованный строительный материал. Непонятно. Это, конечно, должно работать Министерство природопользования, но мы же видим что у нас министерство лихорадит, там периодически меняются руководители министерства, и вроде бы они приходят с такими рапортами, что сейчас разберемся, сейчас наведем, и Хабиров нам их за последние 4 года анонсировал, там, по-моему, даже какой-то судья, если мне память не изменяет, побывал в руководителях арбитражного суда, но ВОЗ ныне там. И проблемы, которые сегодня есть у Министерства природопользования, они никуда не уходят.
А вам скажут, а река это федеральная собственность. Это должна, если не Москва, то это, по-моему, Нижний Новгород решает все эти вопросы добычи. Ну, значит, должны с федералами договариваться. Ведь если мы говорим о том, что Башкирия представляет из собой достаточно высокопотенциальный туристический кластер, и мы хотим здесь развивать туризм и приглашать сюда людей, то понятно, что водные круизы – это тоже достаточно привлекательный вид туризма для многих граждан. И вот если бы было бы налажено по воде вот это вот туристическое движение, ну там, скажем, в летний период полностью, а не только в высокий сезон, когда вот вода стоит, то мы бы с этого только выиграли. Ну и вторая часть, конечно, понимаете, обмеление реки дало то, что мы фактически спокойненько потеряли весь свой флот. Сейчас об этом даже не вспоминаем, хотя еще достаточно недавно у нас были и всевозможные прогулочные там, катера, там, не знаю, пароходы, они как они называются, типа Москва. Нет, было 8 теплоходов 305-го проекта, вот эти трехпалубные, вот эти вот большие пассажирские теплоходы. Даже мы не знаем, где они сейчас находятся. Типа Муста и Карима, да, я понял. 3 года назад, по-моему, Ради Хабиров уже тогда призвал восстановить Бельское речное пароходство и собрать назад осколки этого флота. И даже какой-то один из теплоходов, который оказался в руках частников, даже вернуть назад. Но вот как-то мы не видим последствий этих событий. Прошло 3 года. Ну, вот тоже достаточно такая заноза старая, которая, к сожалению, вот не решается. Ну, вот это вот требуется управленческих решений, которых мы, к сожалению, не так много видим. Зато видим, как с другой стороны, со стороны граждан, да, вот только что в Ишмурзино прошел слет граждан там Баймакского, Абзелиловского района, которые недовольны крайне, как старатели работают. Хотя работа старателей тоже была на оперативках у Хабирова, неоднократно поднималась о том, что после старателей не происходит рекультивация земли. Помните, нам тут докладывали, что на 50 миллиардов ущерб принесен в республике старателями. Арсен Ильич, давайте мы сразу поясним, коль мы уже перешли к следующей теме. Действительно, 28 апреля в селе Ижмурзино Баймакского района прошел сход граждан на тему варварской, на их взгляд, добычи золота. Граждане собрались, записали обращение к президенту Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Тот, кстати, откликнулся. Они просят остановить добычу полезных ископаемых, потому что сенокосные угодья портятся, как бы леса вырубаются, воды загрязняются, наносится вред природе и условиям, в которых они живут, ну, как бы своим сельским укладом уже многие-многие годы, как бы ухудшается экология таким образом. Вот смотрите, у нас сколько уже было подобных таких кейсов, ну, не берем мы как бы Куштау, у нас были там в Зелиловском районе такие вещи, там, когда УГМК пыталась зайти, еще где-то, еще где-то. И все время как бы эти старатели, кто там марганец ищет, кто там золото ищет, кто еще что-то, они спокойно заходят сюда, прикрываясь лицензиями, полученными в Нижнем Новгороде, что больше всего вызывает как бы возмущение у людей, без учета, скажем, их потребностей, что ли, и интересов. И все это целыми годами происходит. Ну, как бы, что делать-то? Где выход? Но мы помним про эти лицензии, про то, что в этих лицензиях очень мало, видимо, сказано что-то про то, что после себя они должны оставить все в приемлемом виде, рекультивировать то, что они, так сказать, там нарыли. Условно говоря, все это заровнять, засеять, ну и тому подобное. Так вот, как-то мы в вашей программе об этом говорили, что республика должна настаивать перед центром приволжским, чтобы это было в лицензиях. Ну и, соответственно, работать вместе с федералами над тем, чтобы и мы принимали участие и в выдаче этих лицензий, согласований. Скорее всего, я, правда, думаю, так оно и есть. Нам невозможно выдать лицензию без согласования с местными органами власти. И местные органы власти должны за этим строго следить. И система штрафов должна быть. Вот о чем надо госсобранию нашему думать, чем заниматься. Но ведь это фактически такая, ну, то противостояние такое возникает, может быть, с Приволжским центром
федеральным, и никто не хочет в это ввязываться, а в то же время простые вот люди, жители этих районов, они страдают, потому что вы же понимаете, что происходит. Все разрыли и бросили, и, ну вот как тут, была красивая природа, теперь все вот в ямах все это. Обращать внимание на то, что как бы собралось почти 1500 человек, вам не кажется, что может случиться Куштау-2? Или сейчас для этого нет предпосылок в свете последних репрессивных новелл, митингового законодательства и так далее, что возможно сейчас Куштау-2? Ну, сам такой сход мирный граждан достаточно большой для республики, это уже ну, показатель, да? Конечно, вряд ли там будет Куштау-2, но вопрос достаточно серьезный. В этом плане хочется похвалить, кстати говоря, Следственный комитет и сказать, что вот так активизация Следственного комитета, когда возникают вопросы, связанные с республикой, достаточно заметно стало в последнее время. Смотрите, там Бастрыкин, грубо говоря, реагирует на очень многие явления, которые есть в республике. Но на самом деле мы, наверное, должны понимать, что это не Бастрыкин так уж совсем мониторит прямо новостную ленту республики, а, наверное, новое руководство нашего Следственного комитета как-то оперативно это мониторит и докладывает, значит, наверх с вопросами, там, будем, так сказать, в это дело вмешиваться, будем расследовать. И Бастрыкин дает отмашку, да. Это очень хорошо, кстати говоря. Давайте к новостной повестке текущей. Издание РБК сообщает, что Башкирия оказалась на втором месте среди субъектов России по числу людей, уезжающих на заработки в другие регионы. В 2022 году за пределами республики трудились 165 тысяч жителей нашего региона. Мы заняли второе место после Московской области, но там это объясняется тем, что большая часть жителей Подмосковья ездит в Москву работать днем. Как бы только из-за этого. А мы помним 3 года назад заверение Радия Хабирова о том, что он остановит эту вот миграцию там с вахтовиками, там еще что-то. Помните, такая история была? Где-то он пересекся в аэропорту с вахтовиками. Но, опять же, ничего не решилось. То есть, как бы 3 года прошло, ну, и вот эти вот обещания остановить эти потоки трудовой миграции, они как бы остались просто обещаниями пока. А что не так? И вот что мешает? В принципе, у нас каждую неделю говорят о каких-то инвесторах, о каких-то намерениях, вот эти вот... миллиардных инвестициях. Технопарки, вот это Алга, там еще что-то. Вроде огромное количество проектов, а люди уезжают. Ну, справедливости ради надо сказать, что чуть раньше было, по-моему, 173 тысячи выезжало на заработки. Сейчас вот, если 165, то немножко это упала цифра. Ну да, для республики это характерно. Это, кстати говоря, не первый год уже, и не при Раде Хабирове это началось, это и до него началось. Ну вот так сложилось, что рабочих мест в республике недостаточно, и поскольку достаточно большое количество у нас людей так или иначе связано было с нефтью, с нефтепереработкой, и учились тут, и у нас же все-таки и техникум, и институт, и работали на наших промыслах, они постепенно туда тоже уезжают на вот нефтегазопромыслы Западной Сибири. Но в принципе, в этом такого нет ничего как бы страшного. Вот. И ну, такого, знаете, опасного, потому что демографическая ситуация такова, что если люди нашли себе какую-то работу более высокооплачиваемую вот вахтовым методом, то ну что, ну это хорошо в принципе. Ведь действительно зарплата в республике достаточно такая, ну скажем, прямо низкая. Да, средняя зарплата может быть там нам аэропортует 35 тысяч, но мы знаем и видим, что зарплата, в общем-то, там 20-30 тысяч в республике сегодня. И понятно, что на нее далеко не уедешь. Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса, конечно, нет высокооплачиваемых новых рабочих мест. То есть и они практически не создаются. Действительно, за последние там, вот 3-4 года мы слышим о том, что какие-то многомиллиардные инвестиции в республику идут, инвестчасы, значит, там все рассматривают, и там вот-вот. Но такого вот в реальности, такого создания достаточно большого количества рабочих мест, а главное высокооплачиваемых мест, то есть зарплатами там 50-60 тысяч, ну, пока не наблюдается.
Ну да, мы помним недавний кейс с швейной фабрики вот в этом технопарке Алга, когда один из рабочих пожаловался на зарплату, по-моему, в 15 тысяч, что ли, ну, из-за чего потом ему пришлось, правда, покинуть эту фабрику. Да, а нас слушатели возвращают к предыдущей теме по поводу Баймакского района. Пользователь Яс Баширов пишет, может, проблема Баймака в качестве депутатов? Где Байгус Каров, депутат Госдумы по этому округу? Все вопросы относятся к нему. Ну, слушайте, я вот с Ильясом абсолютно полностью согласен, абсолютно полностью. Ведь республика имеет один из самых больших депутатских корпусов в Госдуме, да, там, я сейчас не помню, 8 или 9 ли человек, но это, по-моему, самый такой большой. И, конечно, с помощью депутатского корпуса можно было давно решить вопросы лицензирования недропользования таким образом, чтобы республиканские власти и органы, которые занимаются недропользованием, имели больше полномочий бы, и было бы более тщательно прописано, что должны сделать эти разработчики, недропользователи после того, как они оставляют. Ну, я еще хочу напомнить, вот я сейчас просто, у меня вылетело, кто это докладывал, ну, буквально недавно, несколько месяцев назад у Хабирова прозвучала на оперативке цифра в 50 миллиардов ущерба, принесенным вот этими вот как раз, в том числе и золотоискателями республики. То есть это 50 миллиардов – это стоимость того, чтобы рекультивировать эти земли. Но кто нам эти деньги? Ни один федеральный центр нам их не даст, да? И, конечно, эти деньги надо было закладывать сразу вот в вопросы лицензирования с тем, чтобы те, кто получает прибыль от извлечения, значит, там, ну, условно говоря, золота из недр, чтобы они за собой все это могли прибрать, а районные власти, районные там и республиканские власти имели право все это проконтролировать. Понимаете, республика красивая, но она красивая до тех пор, пока мы ее бережем и следим за ней. А если вот так вот будет она безоглядно распахиваться, значит, разрываться, ну что, ну, я думаю, что такое недопустимо нигде. Такого нет нигде в мире. Ни в Западной Европе, ни в Швейцарии, с которой мы себя сравниваем. Такого быть не может нигде. Это вот только у нас. И с этим надо, конечно, работать. Есть депутатский корпус Госдумы, есть парламент, которому абсолютно в республике делать нечего. Он мог бы этим заниматься. Вот, и принес бы гораздо больше пользы бы здесь. И есть депутаты Баймакского, Абзелиловского района, конечно, которые могли бы грудью стать и возглавить бы как раз эту инициативу. Ведь это прежде всего законотворческая инициатива поменять, например, положение по выдаче лицензии. Абсолютно, абсолютно согласен с Ильясом. Просто хочу добавить, что у нас есть целая российская экологическая партия «Зеленые», которую в республике представляет Руфина Аликовна Шагапова. Вот ее хотелось бы, конечно, услышать по этому поводу, но, к сожалению. Ну, не выборы пока, не выборы. Услышите ее, как выборы начнутся, сразу услышите ее. Да, по-моему, уже только вряд ли уже по этому вопросу. Как раз накануне выборов-то можно было отыграть повестку. Ну, слушайте, команды пока не было. У нас же все эти, так сказать, люди назначенные от той или другой партии. Поэтому команды не было, поэтому и молчит. А инициатива самой, зачем же ее проявлять? Она далека, видимо, от этих вопросов, по большому счету. Так вспоминает по необходимости, когда сверху заставляют. Ну, а между прочим, вчера было 1 мая. Я, кстати, поздравляю вас с прошедшим Днем солидарности трудящихся. Спасибо. Владимир Путин подписал новые законы, которые вступили вчера в силу, о пожизненном сроке за госизмену, о депортации с новых так называемых территорий за то, что не, как это можно назвать, за отсутствие российского паспорта, и о лишении полученного гражданства по ряду причин. Как вот это все можно прокомментировать? То есть, как бы, ну, нельзя назвать все это репрессивным законодательством, конечно, но как все это можно характеризовать? Ну, в условиях вот существующих и вот в условиях, когда идет СВО,
Ну, давайте порассуждаем вместе. Кто-то получил паспорт российский и начинает дальше вести какую-то деструктивную, подрывную, значит, там, деятельность против новой страны, где он стал гражданином. На переходный период, наверное, это логично, что государство имеет право от таких новых граждан, позволение сказать, избавиться. Вот это вынужденная мера, и я думаю, что она долго не продержится, но вот на таком переходном периоде, в такие моменты, вполне, в принципе, она, возможно, допустима. То же самое касается и людей, которые не отказываются получать паспорт. Но смотрите, мы присоединили эти новые территории, да, объявили их, что это часть России, соответственно, там сейчас российские порядки, идет выдача документов российского образца. Но если кто-то не хочет получать эти документы, он тогда в каком статусе получается? Тогда он должен поехать туда, ну, чьим гражданином он считает, что он является, и жить там, ну, в принципе, вроде бы логика здесь тоже есть. Опять же, хочу сказать, что это не аист, это все очень, конечно, такие решения, прямо скажем, не демократичные, не либерального, не либеральной направленности, но они вот диктуются вот той ситуацией, в которой мы сейчас находимся. Тут я понимаю это. Что касается усиления всевозможных увеличения сроков статей Уголовного кодекса, ну, не знаю, трудно сказать, я не думаю, что такое увеличение там, за госизмену до пожизненного срока каким-то образом реально повлияет на количество потенциальных изменников. Как правило, это достаточно узкое количество людей, которые достаточно профессионально в этом там занимаются. Это, как правило, наверное, больше люди, которые имеют госсекреты. Ну, а они и так примерно понимают, что будет, если они будут разоблачены. Ну, может быть, вот в период такой вот турбулентности это тоже оправдано. Посмотрим, как будет правоприменительная практика идти и насколько это будет адекватно. Одновременно, между тем, вышло постановление правительства о повышении тарифов на электроэнергию на 6,3%. Понятное дело, что как бы не очень позитивная новость, но о чем это нам может говорить? Может быть, как бы пытаются найти лишние источники для обновления инфраструктуры или что? И как все это будет воспринято, в том числе и бизнесом? Ну, да никак, это, знаете, теперь уже это понятно, что 2 раза в год у нас идет повышение ЖКХ. И коммунальный ресурс, вот электроэнергия, такой же ресурс ЖКХ, как и тепло и все остальное. Поскольку они монополисты, и они очень удачно лоббируют свои интересы через тарифную политику, значит, соответственно, на правительстве, то ничего не мешает им как раз вот повышать тарифы, когда им вздумается. Поэтому тут мы вряд ли что сделаем. Да, смотрите, даже вот сейчас, например, правительство заявило о резком торможении инфляции. Да, там, если в начале года инфляция была 8%, сейчас инфляция, вот объявили, что 2%. Да? Ну, казалось бы, в такой ситуации повышение на 6% это гораздо выше текущей инфляции. Но, тем не менее, это происходит. Ну, а что, мы молчим, съедаем. Нам это, видимо, нравится населению, что ему повышают тарифы. Не нравилось бы, как-то проявлял недовольство. Хотите, как во Франции, что ли? Как во Франции? Ну, как во Франции, конечно, не хотелось бы, но как-то, тем не менее, ограничить аппетиты естественных монополий бы хотелось, конечно. Давайте не будем далеко уходить от законодательной темы. В Госдуму внесли законопроект, который обяжет студентов
обучающихся на бюджетной основе отработать 3 года по распределению. В случае отказа нужно будет оплатить всю стоимость обучения. Об этом сообщает РИА Новости. Так, после окончания вуза студенты, получившие образование за счет бюджета, будут трудоустроены путем распределения по полученной квалификации, причем по экстерриториальному принципу. Инициатор данного законопроекта – это Госсовет Республики Татарстан. Они предлагают изменить закон об образовании в России. Возврат ли это к прошлому? О чем нам это может говорить? Ну да, в советское время была система распределения, но ведь в советское время система была планирования, был госплан, и поэтому эти выпускники заранее планировались куда-то. А вот как это будет происходить сейчас? Куда они будут распределяться? На какие предприятия? На частные предприятия в том числе? Или только на государственные предприятия? Ну, я так понимаю, что хотят закрыть брешь в заводах ВПК, на которых не хватает и квалифицированных, так скажем, кадров, инженеров тех же самых, технологов. Да, ну тогда давайте порассуждаем на эту тему. Если молодой человек будет понимать, что его после окончания данного бюджетного вуза на 3 года его куда-то распределят, куда-то присобачат, насколько он будет заинтересован в получении такого образования. Сегодня, напомню, мы находимся в такой демографической яме, так называемый русский крест, когда количество рабочих рук, которые приходят на рынок, гораздо меньше, чем количество рабочих рук, которые его покидают. То есть сегодня и самой молодежи мало, и желающих учиться мало, гораздо меньше, чем это было раньше, и желающих идти в вузы тоже стало меньше. И, соответственно, что мы можем получить? Мы можем получить, недобор на эти бюджетные места, то есть еще меньше людей придут учиться в вузы. И уже совершенно точно люди, которые отработают 3 года на этом предприятии ВПК, вряд ли там останутся. Они оттуда убегут как можно быстрее, потому что вряд ли будет это место распределения согласовываться с их личными планами. И таким образом, вместо того, чтобы привлекать кадры, которые мотивированы и которых можно дальше встраивать, мотивировать и создавать такой кадровый костяк предприятия, будем иметь такую текучку. Об этом почему-то депутаты Татарстана не думают. С одной стороны, вроде вам на это скажут, у нас и целевики и сейчас есть, то есть те же медики, целевики, они и сейчас есть. Ну, конечно, единично, но такая практика и сейчас существует, когда студентов, медиков, бюджетников распределяют потом куда-то по ФАПам, там еще где-то. Да, но вы знаете, и сейчас некоторое время была программа, когда молодые врачи получали подъемные 1 000 000 рублей. Это гораздо более такая стимулирующая программа, когда ты закончил вуз, и тебе предлагают какой-то материальный стимул за то, что ты там работал. Мне кажется, этот путь более продуктивен, нежели то, что мы сегодня имеем. Значит, будут учиться там на бюджетах. Вы знаете, на мой взгляд, система образования в Российской Федерации находится в глубоком упадке. И кризис, который в ней развивался и развивается, достаточно глубокий. И еще сейчас, когда мы не понимаем, что же на самом деле делать, как восполнить кадровую основу страны правильно, еще сейчас сделать такие телодвижения, на мой взгляд, это контрпродуктивно. Хотя у нас, понимаете, власть идет по пути саморазрушения, поэтому не удивлюсь, если такое будет принято решение. У меня почему-то новость коррелируется с другой новостью недельной давности, когда Госдума приняла к рассмотрению законопроект, подготовленный уже Курултаем нашей республики, о повышении трудовой дисциплины среди зэков. И прямо смотрите, какие аналогии. Здесь мы готовим по поводу зэков, чтобы там работали более активно, а татарские коллеги, законодатели, готовят навы, посвященные студентам. Такой принудительный труд и на воле, и и вне воли. Да, по зэкам это хорошо, тем более, что из информации, которая доносится до ФСИН, мы знаем, что рабочих рук для зэков самих не хватает, и многие с удовольствием бы работали, да нет рабочих мест в местах исправления трудящихся.
Вот, поэтому что там усиливать? Там те, кто хочет работать, и так работают. Там до того, что лучше депутаты бы озаботились тем, чтобы поднять норму оплаты рабочего дня осужденным, тогда бы у них появилась еще большая мотивация работать. Понимаете, мы ведь находимся сейчас в рыночном режиме, а вот эти решения, которые предлагает парламент Татарстана, парламент нашей республики, они все, к сожалению, из прошлого. Я понимаю, что у очень многих людей есть желание затянуть обратно страну в прошлое. Только они совершенно не понимают и не помнят, что до 90-го года мы жили в совершенно другой общественно-политической формации. А сейчас другая общественно-политическая формация. И натянуть, грубо говоря, сову на глобус вряд ли получится. Ну, поскольку вы сказали, что мы еще в рыночной формации живем, давайте мы затронем такую местную местечковую новость. Это предприниматель, индивидуальный предприниматель Виктор Искалин, перевозчик, которого ранее лишили почти 298-272 маршрутов, оставил последние свои маршруты, которые там соединяли Уфу и Глинский район, и, так сказать, покинул этот рынок со словами, что его вынудили и выдавили отсюда. Такая зачистка рынка, передел пассажирского рынка, получается, новый, и почему как бы власть выдавливает, если это так скажем, мягко говоря, выдавливает магиканов старых, которые чуть ли не с 90-х, не с нулевых осваивали этот рынок, строили его и, в принципе, знают все входы и выходы. Ну, тут, я думаю, Арефина лучше меня расскажет. Я не очень хорошо знаю эту ситуацию, но, насколько я понимаю, в последнее время многие перевозчики как бы занимаются посреднической деятельностью. Они являются держателем лицензии и, соответственно, не имеют своего транспорта. К ним приходят люди, которые там, ну, условно говоря, имеют автобус, и он просто ему вот продает возможность работать на этой лицензии. Если раньше они содержали достаточно большое количество автотранспорта собственных автобусов, автобусные парки, то сейчас они просто вот являются такими посредниками между лицензией и конечным работником. Не здесь ли вот заложена проблема? Наверное, отчасти государство, может быть, пытается как раз и убрать этих посредников. Я, к сожалению, с этим рынком слабо знаком, не могу тут точно сказать, что происходит, но вот одно из мнений такое у меня. Так, давайте немножко по федеральной повестке пройдемся. Мы знаем, пока мы с вами не виделись, в последние 2 недели произошла перепалка между Алексеем Навальным, который внесен в реестр террористов-экстремистов, и иностранным агентом Михаилом Ходорковским за то, что тот, вроде как тот устроил у себя Ростислава Мурзагулова. Кстати, за это же время МВД также возбудил уголовное дело против Мурзагулова. И так вот, после этого скандала небольшого Мурзагулов заявил, что он раскаялся и признал, что был неправ по отношению к Лилии Чанышевой, а также внесенный в реестр экстремистов-террористов, над которым сейчас происходит суд в Уфе. То есть такие, можно сказать, что это такие крокодилевые слезы для того, чтобы войти, так сказать, в хорошее расположение к либеральной общественности. Ну, как-то в прошлой программе уже говорили об этом. Ну да, ситуация такая, она неоднозначная. С одной стороны, Ходорковский, комментируя это, я так и не понял все-таки, работает он у него, не работает он у него. Он рассказал, что он не принял его в свою команду, дал ему возможность вести YouTube-канал свой, как бы, ну, передачи вести свои. Ну, а это что, не работа, что ли? Что это? Ну, дал свой канал, это разве не принял в команду, по большому счету? Ведь в команде можно работать и там получать отдельный кусок предпринимательской там, зарплаты. В общем, совершенно непонятная ситуация. Понятно только то, что один обвиняет другого, то, что тот пригрел, значит, на груди человека, который гнобил его соратников, да? Ну, мне бы сейчас вот не хотелось, честно говоря, туда в эту перепалку лезть. Я бы отметил другой аспект во всем этом. Вот наше МВД возбудило уголовное дело по факту хищения 45, если память не изменяет, миллионов из Башинформа, да? То есть структуры, где как раз Мурзагулов был председателем совета директоров.
Вот в эту ситуацию я очень охотно верю и прекрасно понимаю, что это действительно так. И нашим МВДшникам не составляло никакого труда возбудить это уголовное дело по той простой причине, что система всевозможных распилов бюджетных денег, я думаю, освоена была Мурзаговым прекрасно. И как раз вот всевозможные сказать, договора прикрывашки, которые были в Башинформе, которые, значит, якобы прикрывали деятельность, а на самом деле были мнимыми, они позволили очень быстро МВД разобраться в этом и, соответственно, возбудить уголовное дело. И вот это вот очень характерно для сказать, менеджеров нашей республики. Да? Такая же ситуация, вот мы только что видели в Башспирте. Да? Точно такая же, точно такие же мнимые договора на различные услуги там и прочее, которые на самом деле стоят 3 копейки, но нарисованы были большими. Такие же точно распилы денег, я об этом рассказывал, были здесь и в Госкомитете по предпринимательству при Бойцовой. Я думаю, что и сейчас аналогичная ситуация сохраняется. И, в общем-то, если взять любое наше министерство, ведомство, любую нашу республиканскую контору, да, ну то же самое мы видели со строительным, да, как он там, скандал в инвестиционно-строительном, да, там, где, вот с девушкой, которая там тоже... Ну, это... так, погодите, вы имеете в виду медтехнику, что ли, или где? Ну и медтехника тоже, да. Короче говоря, я думаю, что вот нашим правоохранительным органам, МВД в первую очередь, надо бы очень активно пройти таким инициативным рейдом и все это посмотреть. И вот такие договора, и такие уголовные дела, такие договора будут везде, и такие уголовные дела можно их там пачками нарыть. Вот это вот как раз вот тут у меня не вызывает никаких сомнений. Что касается вот этого скандала между Навальным и Ходорковским, иноагентом и объявленным экстремистом, да, у нас, теперь даже не знаешь, как это правильно сказать-то, то, ну, я бы сейчас, честно говоря, на него особо внимания не обращал. Ну, понятно, что я уже говорил, что он туда убежал, и все, и понятно, понял, что денег нет, и вот это единственное место, где есть деньги, видимо. И понятно, что сейчас он там, ну, как бы с ними, и что он должен говорить? Он, естественно, будет вот петь то, что будет нравиться вот тем, кто там сидит на Западе, за границей и там туда уехал, да. Но в то же время, вот лучше бы рассказал бы нам все-таки о том, что как здесь все это творилось, кто что пилил, кому чего он давал и зачем, почему, и это было бы гораздо более честная и правильная песня, нежели вот такие каяния и битье пяткой себя в грудь, которые, так мягко скажем, ну, навевают мысли о лицемерии. Просто как бы многие сейчас в эти дни припоминают, Мурзагову слова, сказанные еще на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, когда он обвинил Навального в том, что он собирается устроить там кровавую баню или что-то кровавую революцию. Ну, как мы видим, кровавая баня есть, но устроена ли она Навальным, это большой вопрос. Так, давайте еще к другой новости. Клуб Уфа, футбольный клуб, продает. Кстати, к футбольному клубу тоже Мурзагулов имел какое-то отношение, да, если помню. Вот я и спрашивал, лучше бы рассказал, куда 100 миллионов дели, которые у регионального фонда. Вот это бы гораздо была более честная история, которой мы поверили бы, что человек действительно как-то осознал свои действия, раскаивается в них, признается в них. Вот это было более бы правильно. А так, что там это какие-то, так сказать, там словеса пустые пускать? Это ни о чем. Нет уж, ты уж если начал петь, давай, соловушка, пой до конца, все. Футбольный клуб Уфа продает свой автобус почти за 27 миллионов рублей, чтобы рассчитаться с долгами. Понятное дело, что мера вынужденная, да. А руководство хоккейного клуба «Салават Юлаев» решило взять курс на использование доморощенных игроков. То есть, как бы уже не опираться на легионеров
И как бы мы знаем из публикации Наконец-то. издание «Профи» публиковало новость, не знаем, мы пока не можем проверить ее достоверность, что главный спонсор — это Роснефть, провела аудит, и как бы какие-то там вещи им, видимо, не понравились, и якобы временно приостановлено финансирование хоккейного клуба. Мы, опять же, не можем пока подтвердить эту информацию или опровергнуть, но вот есть такая публикация о приостановке как бы финансирования клуба. О чем нам это может говорить, что мы видим два флагмана спортивных республики, они сейчас в очень непростом режиме находятся. Какое будущее вы можете предречь и той команде? Ну, прежде всего хочу сказать, что, знаете, надо было, наверное, меньше воровать. И думать о клубе, а не о своих карманах. Тогда, может быть, и ситуация была другой бы. Но похоже, что об этом думали, о клубах и о республике думали в последнюю очередь, а в первую очередь думали о том, значит, как набить себе карманы. И я думаю, что аудит, если такой аудит проводился, ужаснулся тому, сколько денег ушло мимо кассы клуба на всякие левые дела, которые тоже вот шиты белыми нитками, да? Мы же понимаем все это. Это правильно. Я, честно говоря, вообще сторонник того, чтобы никаких легионеров не было в спорте российском. Потому что легионеры мешают пробиться молодежи талантливой. Вот еще в советское время, когда никаких легионеров не было, ну, еще там в ранних 90-х, когда у нас при хоккейном клубе «Салават» была вот эта школа хоккейная, ну, собственно, она и сейчас, наверное, есть, да? Достаточно большое количество посещает ее ребят, и у нас еще несколько хоккейных школ есть по республике. Вот этим ребятам-то куда идти? Вот они должны, собственно говоря, после этих школ хоккейных, они должны идти как раз в клуб «Салават Юлаев», там, играть там, ну, на вторых, третьих ролях, но тем не менее пытаться играть в своем клубе. А если мы нанимаем всевозможных там финских и прочих, значит, легионеров, ну что, ну будут играть легионеры, будем платить им большие деньги. Вторая часть, я считаю, что вот этот спорт должен быть, конечно, вот те зарплаты, которые там есть сегодня в футболе, в хоккее, они абсолютно несопоставимы с реальностью. И они все искусственно вздуты, и, ну, значит, надо приводить эти зарплаты в реальное состояние, но кто хочет, будет играть на эти зарплаты. Почему наши вахтовики могут за 60, за 100 тысяч поехать, значит, на север, а какой-то, значит, там футболист, значит, там наш республиканский или хоккеист не может там за 150, за 200 тысяч в месяц поиграть в футбол, хоккей, мячик попинать? Ну, пожалуйста, ради бога. Хочешь пинать мячик, на. Вы ловко перекинули мостик с нашей предыдущей темы, это насчет вахтовиков, смотрите. Ну хорошо, а вот смотрите, а не может быть послужить тому, что всякие именитые легионеры сейчас возьмут и покинут расположение команды? А ведь мы знаем, что даже после начала СВО часть из них осталась, это какие-то финны, шведы, которые сказали, что несмотря ни на что, они будут играть за нашу команду. И мы потеряем в качестве. Ну, да, ну давайте тогда прямо скажем, что у нас нет, у республики нет своего хоккейного клуба, нет своих хоккеистов, нет своих игроков. Давайте просто наберем туда с миру по нитке и все. А что нам туда хоккейный клуб «Салават Юлаев»? Давайте тогда пойдем купим что-нибудь там, я не знаю, какую-нибудь пражскую команду. И пусть в Праге там какая-нибудь пражская компания играет, скажем, что теперь она там вот имеет название Уфа, там, не знаю, «Салават Юлаев». Просто наняли всех и все. Но какое отношение это имеет к республике, к хоккею и к «Салавату Юлаеву»? Никакого отношения не имеет. Это все, понимаете, опять какая-то, ну, какое-то такое, знаете, мелкое жульничество. Да, пусть играют наши ребята, да, пусть они там не берут первых мест и вторых, но они будут стараться. И потихоньку у них будет получаться, и мы будем знать, что это наши все, вот соседняя улица, соседнего города. И мне кажется, гордость за это будет гораздо больше. У меня, например, совершенно нет никакого желания гордиться игроком «Салавата Юлаева», который там из Финляндии или Швеции. Ну, абсолютно никакого. Я понимаю, что он просто рубит бабки здесь и сидит здесь только потому, что ему платят больше, чем заплатили бы на Западе. Потому что если там заплатили больше, он ушел бы туда. Значит, ему явно переплачивают. А из какого кармана переплачивают? Пусть даже из спонсорского кармана. Ну, спонсоры, наверное, там нашлись бы
и другие бы какие-то. Понимаете, лучше бы вот мы, спонсор бы спонсировал вот этот вот, как это было в советское время, дворовые эти команды и соревнования на кожаный мяч. Лучше бы в каждой деревне стояла футбольная площадка, там, понимаете, дети бы занимались бы футболом. Ведь в Бразилии же вот то же самое, нет ничего, там играют вот на пустырях мальчишки, из них вырастает Пеле. И у нас, может, тоже массовость нужна спорту, массовость. Ну, знаете, в Бразилии климат позволяет, так что не надо сравнивать, мне кажется. Ну, хорошо, вот вы против... Ну, хорошо, у нас для хоккея Бразилия не позволяет климату, а у нас, пожалуйста, залил каток и катайся. Ну, может быть. Вы против легионеров в спорте, а насчет легионеров в политике. Вот, допустим, сейчас идет праймерис «Единой России». Вы наверняка слышали, знаете, что это такое? Предварительное голосование, так скажем, кандидаты в кандидаты. И боец ММА Джефф Монсон решил стать депутатом парламента Башкирии. На ваш взгляд, это такая уловка политтехнологическая или реально как бы человек решил вот стать таким российским патриотом? Ну, он-то, может быть, и решил, вот, но с точки зрения всего происходящего, ну, правильно все, сейчас только фрики нам нужны. Вот побольше фриков. Жалко, у нас там вот некоторые категории значит, граждан не приветствуются, входящие всякие там сообщества, значит, этих меньшинств. А то бы вот бы их бы набрать бы. Они бы там с перьями, тетки с бородами бы там, там у них, знаете, какая картинка была бы, не парламент, а конфетка была бы. Прямо сидели бы один лучше краше другого. Вот уж привлекли бы внимание и на выборы заодно люди пошли посмотреть бы на них, на их парады. Понимаете? Вот это бы как бы гораздо бы веселее было. Ну, а так что? Ну, ребят, ну смешно все это. Смешно все. Человек, который по-русски не говорит, будет депутатом. Ну, правильно, а что такого-то? Не, ну вроде весной было сообщение, что он будет изучать русский язык или уже, может быть, Ну, изучает. когда депутатский срок закончится, начнет изучать, потому что следующий уже в Госдуме надо хоть сказать «здрасте». Я понимаю. А вы не верите, что в нашу политику могут действительно прийти там американцы там, или еще какие-то представители западного мира, которые разделяют нынешние, так сказать, ценности, скрепы и так далее? Нет, я верю, я считаю, что что ему тут плохо? Ему тут зеленый свет, его там школа ему дает, помещение, с ним как списанные торбы носятся, ну, там его везде, значит, там презентуют. Как бы, ну как же, у нас там еще там Стивен Сигал такой есть тоже, наш гражданин, понимаете, это наши скрепы такие межнациональные сегодня. Это модно, но на самом-то деле, реально говоря, у нас ни одного депутата не слышно, понимаете? Хотя у нас там больше половины депутатского корпуса а то и трехязычный, понимаете, владеют и русским, и татарским, и башкирским, некоторые английский знают. И что толку-то? Не слыхать, не видать никого. Вот. Может быть, сначала свои бы, которые хотя бы хоть что-то могут сказать на родном языке, пришли, сказали бы что-нибудь, чем, может, звать совсем иностранцев, которые вообще двух слов связать не мог. А вы будете принимать участие в праймерис «Единой России», ну, то есть как проголосовавший? Вы кого-то для себя выбрали вот для электронного голосования? Смотрите, ну я участвовал уже в праймеризе в 2011 году «Единой России». Я посмотрел, достаточно, кстати говоря, активно участвовал, и участвовал в массе поездок по республике, и посмотрел, как это все происходит. А самое главное, посмотрел, как это голосуется. Ну, так это же голосуется прямо... Голосование проходило так, там чуть не инструктаж всех этих людей, которые должны были проголосовать. Специально отобранные люди для голосования собирали и просто им диктовали, куда за кого какую галочку поставить. Я думаю, что ничего не изменилось. В «Единой России» депутатами становятся не те, кто хорошо выступил на праймерис, а те, кто согласован с руководством за там энное количество времени до праймериза. Поэтому тут
Если хочешь стать депутатом, надо много бегать, согласовываться и так далее и тому подобное. Поэтому вряд ли какое-то электронное голосование за праймерис будет где-то учитываться. Так? Но это как вот с ямочным ремонтом. Вот, я вот рассказывал в прошлой передаче, что я писал на сайт типа Хабирова. Мне написали, что 20 Октябрьский район написал, что 28 апреля, до 28 апреля мы вам сделаем ямочный ремонт. Я там постил фотографии ям 5 метров длиной и 10 сантиметров глубиной до 28 апреля. Ну вот мы 1 мая прошло, сегодня 2 мая, да, ну нет никого, ямы как стояли, так и есть. Так это тоже было голосование за лучшую яму, вы не поняли. Вот, также вот как этот ямочный ремонт, и как вот туда вот на эту интерактивную карту посылать, значит, то точно так же будет и с голосованием по праймерис. Это система Ниппель. Туда дуй, но обратно все знают, что будет. Пока говорили, вот мне в школьный чат тоже, как моему сыну тоже упало сообщение срочное от классного руководителя. Приглашение принять участие в этом электронном голосовании. Просим всех принять активное участие. И тут же снизу, то, что с классного руководителя требуют. Вот прямо какая-то обязаловка, принудиловка, потому что... Ну, это вот, к сожалению, у нас вот это есть, понимаете, у нас Единая Россия, она хочет быть святей Папы Римского, хотя я вот тоже к ней имею отношение. Почему-то она считает, что, партия почему-то считает, что если она нарисует вот эти вот картинки, такой, знаете, демократического такого подхода, то все будут думать, что там выбраны действительно вот самые лучшие депутаты, за которых действительно проголосовал народ в большом количестве. То есть это вот легитимность, да? И в погоне за этим вот она всевозможные вот эти вот очки пытается везде набрать, но механизм, с которым она это делает, и в итоге результат абсолютно противоположный, да? То есть люди только разочаровываются, даже поучаствовав в этом, потому что понимают, что все это блеф и вранье. Ну и, соответственно, уровень наших депутатов, вот мы сегодня только что о них уже и говорили, вот даже ситуация со Шмурзиным, с Баймаковским, с Абзелиловским районом показывает, что избраны наши депутатские корпуса, хотя и районный корпус есть, и республиканский корпус, и госдумовский корпус, да. Цена-то их на самом деле какая реальная? Ноль. Да, Байгускаров молодец, разрешил, протащил закон, можно, значит, этот валежник собирать. Действительно, это, я бы сказал, революционный закон для новейшей России. В течение 30 лет последних разрешили, значит, собирать этот валежник, который упал. Действительно, это крайне, очень важный, очень необходимый, жизненно, сказал бы, необходимый закон, без которого мы не можем жить. Вот это вот его потолок. Нам тут пишет тоже пользователь Ильяс Баширов. У нас депутат Курултая Хисматуллина, бывший министр финансов, не провела за 2 срока ни одного приема в Мелюзе и 3-й раз выдвигается через праймерис. Что мы можем сказать? А зачем ей? Она же депутат не для народа, понимаете? Ведь сегодня депутаты не для народа, не для населения. Сегодня депутаты для того, чтобы власть могла вот этого выбранного человека посадить в кресло, которое есть, условно говоря, есть 100 кресел. Вот 100 кресел надо занять своими людьми, чтобы, не дай бог, кто-то из посторонних туда не занял это кресло и чуть оттуда не квакнул, не кукарекнул, не то, что нам надо. Поэтому мы посадим туда своих людей, которые будут просто своими попами, значит, эти места охранять. Вот она охранительница этого места. Вот ее задача. Поэтому ей не надо ездить к нам с народом встречаться или чего-то. Ей надо выполнить ту задачу, которую перед ней поставило руководство республики, которое отобрало ее в качестве держателей этого места. Поэтому все понятно. В заключение вернусь к первой новости нашего выпуска. Стоимость путевки на 11 суток с маршрутом Нижний Новгород-Уфа, Нижний Новгород на теплоходе Мустай-Карим составляет 163 тысячи рублей, сообщает телеканал ЮТВ со ссылкой на пресс-службу компании «Водоход». Мы и узнали, сколько это стоит. На самом деле, я думаю, что немногим будет по карману такое плавание. Да.
Спасибо вам большое за то, что вы нашли возможность выйти в эфир. Я вас поздравляю с наступающим 9 мая. Желаю вам приятно отдохнуть, набраться сил для последующей работы. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания.